Студенты юридического факультета Ингушского государственного университета рассказывают учащимся 5-6 классов о том, как важно знать о своих правах и обязанностях. Вспоминают здесь историю создания Конвенции по правам ребенка. Презентация проходит в форме различных мультяшных картинок. Вспоминают здесь историю известной Рапунцель, мачеха которой ограничила ее в свободе, тем самым нарушив права и обязанности. Именно так студенты пытаются заинтересовать внимание учащихся. И это у них получается. В сказке, конечно, добро всегда побеждает зло, но в жизни все гораздо сложнее. По статистике Всемирной ассоциации ООН права каждого 10-го ребенка нарушают. Чаще всего это происходит в общественном транспорте, в социальных и образовательных учреждениях. Нередко права ребенка нарушают и сами родители, не дают должного воспитания и образования. Чтобы учащиеся знали, какими правами они обладают, студенты пытаются тщательно объяснить значение каждой статьи Конвенции. Это такое международное соглашение. То есть государства пришли к соглашению, что будут соблюдать в своей стране права каждого ребенка. И наше государство тоже подписалось под этим документом, а значит, дало слово всему миру защищать своих маленьких граждан, своих детей. А вообще, главное право каждого человека – это право на жизнь. И маленький ребенок, маленький ребенок также имеет право жить. Жить, быть образованным, получать бесплатные медицинские услуги и не только. У ребенка достаточно прав. Любовь, конечно, не прописана ни в одной статье Конвенции и декларации, однако через право иметь семью оно реализуется на практике. Правовой грамотностью дети обладают. К примеру, Камила Ганаева. Девочка отмечает, что такие лекции помогают разбираться в своих правах. Такие лекции у нас проходят очень часто. К нам приезжают студенты, у нас бывают разные презентации, у нас бывают разные уроки на эту тему. Мы узнали из этого то, что у каждого человека есть право на жизнь, есть право на образование, на работу. И то, что есть очень много документов, которые доказывают то, что детей нельзя обижать и бить, защищают нас. У детей тоже есть свои права. Все дети обязаны учиться, и за всеми детьми должны ухаживать. К примеру, сироты. Для них делают специальные органы для того, чтобы у каждого сирота была своя семья. Каждый родитель обязан следить за своим ребенком и ни в коем случае жестоко с ним не обращаться. Такие познавательные уроки студенты Ингушского государственного университета пытаются проводить во всех школах региона. Если взрослые лучше разбираются в своих правах, то детям немного сложнее ориентироваться в правовом пространстве. Целью данного мероприятия является просвещение детей по юридическим вопросам, а именно по вопросам их прав, обязанностей и свобод, а также ознакомление школьников и всех детей с международными документами о правах человека. Нам кажется, что данное мероприятие очень важно, так как оно помогает повысить уровень в правовой сфере знаний, а также повысить уровень правовой культуры у детей и позволяет познать и освоить их права и обязанности. Международный день прав человека отмечается во всем мире 10 декабря. В приоритете защиты прав стоит всеобщая декларация, которая включает в себя перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав. Конвенция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, который переведен на более чем 400 языков и диалектов. За защитой прав человека в нашем регионе стоит аппарат уполномоченного. За последний год правозащитники провели большую работу. По итогам 2019 года в аппарат уполномоченного обратилось 811 заявителей. Из них 260 заявлений было письменных и около 600 было устных заявлений. В основном эти заявления касаются восстановления социальных прав. Чаще всего обращения, рассматриваемые аппаратом, разрешаются в пользу обратившихся. Помимо основной работы по защите прав, орган проводит круглые столы, лекции в высших учебных заведениях, уроки в школах и не только. Международный день защиты прав – это еще один повод обратить внимание всего человечества на права и обязанности граждан, независимо от пола, национальности, вероисповедания и социального статуса. Лена Цычоева, Магомед Дидигов, Новости 24.